ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 13:00, футбольный стадион в детском парке. Андрей Богданов, участник поединка за титул чемпиона мира, готовится к тренировке. 2 мая он приехал в Ухту, где через 2 недели сразится на ринге. Бойцы будут драться в легкой весовой категории 57 килограммов. Сейчас россиянин активно тренируется. С 7 утра пробежка, а затем работа на лапах. Так называются перчатки на руках у тренера, на которых отрабатывают удары и не только. Уже с 4 мая начнутся спарринги в зале с ухтинскими боксерами. Задача – подготовиться к противостоянию сопернику левше. У меня было 3 боя с левшами на профессиональном ринге. Я так особо сильной разницы большой не почувствовал. Левше тоже рознь. Есть маленького роста, есть высокого роста. Если высокого роста, то тяжелее к нему просто подобраться. Ранее соперником Андрея называли американца Корнелиуса Лока, однако еще до поединка в Ухте он неудачно провел бой и не приедет. Вместо него на ринг против россиянина выйдет Насиф Кастильо. Мексиканец за карьеру одержал 17 побед, потерпел 5 поражений, 2 боя в ничью. Он поменьше ростом, чем россиянин, имеет сильный удар и горячий темперамент. Мексиканец ведет более агрессивный бой, напористый. Американец более подвижный такой, скажем так. То есть, я думаю, нас ждет такая интересный бой такой, да, то есть драка, можно сказать так, потому что Андрей тоже постоянно идет вперед, будет очень интересно. В ближайшую неделю Андрей Богданов в первую половину дня будет тренироваться индивидуально, на мешках, лапах и так далее. Спарринги с живым соперником будут проводить вечером, чтобы приучить организм к нагрузке. 12-раундовый поединок с мексиканцем также назначен на вечер. Если Андрей Богданов выиграет его, то станет обладателем 2-го титула чемпиона мира по версии WBU. Матч назначен на 16 мая в Ледовом дворце. Цена билетов от 1 до 3 тысяч рублей.